Жители Саяногорского Айдая продолжают вести неравный бой с грунтовыми водами. Частный сектор топит в течение уже нескольких недель. Проблема здесь периодически появлялась и раньше, но в этот раз, когда на подходе морозы, а погреба и септики затоплены, все намного серьезней. При этом люди уверяют, власти бездействуют. Подробности у Константина Кравцова. Все бежит, это вот с этого насосик бежит, это из дома, с подвала. Вот второй день бежит и выкачать не может. Что же это еще, если не аховая ситуация? Айдай уходит под воду. Местные жители экстренно мастерят насосные станции и водоотводы. Вода полностью, она полностью под верх заходит. Это вот, считай, всю ночь качал этот насос. Беда в этот район Саяногорска нагрянула буквально из-под земли. Грунтовые воды бьют ключом. Вот, например, один из жителей в надежде хоть как-то спастись строит целую канализацию. Труба подведена к погребу, который и не погреб теперь, а что-то типа бассейна. Вот таким вот способом старается каждый что-то сделать, потому что администрация и все прилегающие к ним товарищи только отписываются и говорят, что они уже сделали здесь все. Улицы в этом частном секторе, конечно, мало похожи на те, что в Венеции, но для того, чтобы пройти под журчание самодельных каналов и не промочить ноги, непременно нужны резиновые сапоги. Вот так страшно все это выглядит. А когда начнутся морозы, это все будет на поверхности, потому что все равно оно дренировать будет, там же тепло. История в районе Айдай не столь таинственна, как с Атлантидой. По мнению местных, грунтовой воде сейчас просто некуда уходить. Единственный канал порос бурьяном. Самое печальное, что со стихией люди борются уже не первую неделю, и как-то получается, что все в одиночку. Вот это у нас арык, который надо почистить. Про то, что мы все время говорили, вот она потихонечку, вода и идет. Где же она может уйти у нас с этого Айдая? Проблема с подтоплением для этого района традиционна. Дело в том, что никто не оценил в свое время ни особенности рельефа, ни подземные водные богатства. Только сейчас власти заявили о желании провести изыскательские работы. Но конкретно этот случай пока в одиночку вызвался решать глава Саяногорска. Михаил Анатольевич не смог изыскать там 1,5-2 тонны солярки для того, чтобы хотя бы заправить ее технику. Принял решение, что он сам своими силами наймет подрядную организацию, определиться с финансированием и начать работы по очистке каналов. На сегодняшний день, по его информации, эта работа начата, но будем смотреть. Люди уверены, ситуация здесь носит характер чрезвычайный. Переполнены сельские септики и туалеты. Все содержимое бежит по улицам. В домах сырость, морозы на подходе. Но, по мнению властей республики, бить тревогу пока рано. Здесь угроза жизни, здоровья людей не, так сказать, угрожает. Поэтому режим ЧС, понятно, что никто вводить не будет. Но и здесь тоже нужно учитывать, наверное, ту территорию, где мы проживаем, потому что у нас, я еще раз говорю, что и сезонные колебания воды, и цикл природный, и все-таки нужно себя как-то поддерживать и страховать. Константин Кравцов, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.